«Русская весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Бессонова. За прошедшие сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы 10 населенных пунктов республики. На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад под командованием военных преступников Дропатова и Гараза обстреляли из минометов калибром 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия района Н. П. Зайцево, Гальмовский и поселка Шахты им Гагарина. На Донецком направлении с позиций 28-й и 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Марченко, Клочкова и Мишенчука велся огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по районам Н. П. Ясиноватые, Крутая Балка, Трудовские и району аэропорта Г. Донецка. На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы Н. П. Ленинская, Набережная и Саханка. В свою очередь командование бригад заставляет свои пресс-службы распространять его призывы среди подчиненных, давая таким образом четкую установку на правильный выбор. Читайте также, зачем он нам. Главный извращенец Украины рассказал о ненависти народа к Порошенко. Кроме того, Муженко и командующий оккупационными силами Наев решили не проводить ротацию до окончания выборов. Данное решение принято для того, чтобы предостеречь от ошибок личный состав, находящийся в зоне боевых действий, так как вернувшиеся в пункты постоянной дислокации обозленные украинские военнослужащие могут вдруг проголосовать не за того кандидата. На настоящий момент Наевым принято решение оставить в зоне боевых действий до окончания выборов 128-ю горно-штурмовую и 28-ю механизированную бригады.